Здравствуйте! В эфире программы «7 дней» в студии Ильшат Аминов. Пока в Татарстане собираются строить новый мост, объединяющий страну, в соседнем братском Башкортостане, образно говоря, пытаются поджечь мост дружбы и добрососедства между нашими республиками. Скажу вам честно, мне неприятно это произносить. Как говорят татары, «юря горни», сердце болит. Я знал, что в Башкортостане в связи с предстоящей переписью населения творится уже совсем нечто невообразимое. Но не знал, что настолько. И меня очень беспокоит будущее наших братских по духу, языку и вере народов, веками живущими вместе, и только вместе обретающими силу. И я, прекрасно осознавая всю ответственность за свои слова, вынужден заявить: в соседнем Башкортостане, в некоторых районах, на жителей, говорящих на татарском языке, осуществляется мощное административное давление. И благодаря интернету это можно увидеть воочию. Вот кадры так называемой научно-практической онлайн-конференции с краеведами, работниками образования и культуры Татышлинского района Башкортостана. Конференцию проводят давно нам известные идеологи башкирского неонационализма Юлдаш Юсупов и Рафиль Асылгужин из Института стратегических исследований Академии наук Башкортостана. Они не говорят ничего нового. Все те же штампы о примитивных родоплеменных отношениях древности и северо-западном диалекте башкирского языка. Теперь там так называют татарский язык. Но вот что говорят участники конференции. Давайте послушаем. В 1940 году в этих школах только учились по-татарски. Вот это самая главная беда наша, чтобы мы башкирский язык уже потеряли в 1923 году. И до этого года вот 3-4 поколения учились по-татарски. И за это мы сегодня такой вопрос, что мы татары, не башкиры, вот такой вопрос идет. Мы раньше вот этим архивным материалом видно, что мы у нас в этом районах, в северных районах учились только по-татарски, татарски учились языках. И вот эта проблема сейчас вышла. Почему мы не знаем свой родной язык башкирский? Потому что вот учились мы по татарскому языке. Все знаем, что по-татарски, а башкирские языки, они потом в 90-х году только вышел. Мы уже 3 поколения выросли, по-татарскому книгу читали, по-татарскому плясали, мы все сделали. Вот это сейчас надо исправить. Вот это проблема у нас. А так, вот архивные материалы, все есть, все знаем, что мы башкиры. По деревням все мы читали вот эти башкирские. Это в 1890 году по переписям башкиры считали свой родной язык башкирский. А потом вот, знаете, что только получилось. Вот это история сел деревни Башкортостана. Там написано все деревни Татарского района. Все они башкирские деревни, удмуртские деревни были. Ну, не было такой татарской деревни. Ни одного татарской деревни не было. Когда учились в школах татарский язык, все перешли на татарский язык. Разговор у нас татарский. Вот. И сейчас мы хотим сказать, северные, западные диалекты. Никакой не диалект. У нас был башкирский язык, и вот этот башкирский язык потеряли, вытянули вот татарским языком, и хотят сказать, что мы северным, западным диалектом говорим. Вот это большая проблема, эта проблема не один день будет решаться, и наши дети, вот уже поколение ушло, мы тоже учились татарским, но это возврата не будет, наверное. А сейчас хотят все обратно башкирами сделать, и народ тоже все прошел. 3 поколения уже мы татарски учились. Вот это трудно сейчас народу, вот, людям объяснить. Вы все сами слышали. 3 поколения жителей Татышлинского района говорили на татарском языке. Вот в чем, оказывается, главная проблема для некоторых наших, мягко выражаясь, башкирских друзей, в кавычках. И сам Бахтигарей Хазрят наверняка говорит на татарском и справедливо считает, что нет никакого северо-западного диалекта башкирского языка, который ему навязывают уфимские эмиссары во главе с Юсуповым. И в то же время они говорят, татарских деревень в этом районе вообще не было. Сразу возникает вопрос,
Откуда тогда взялись звезды татарской эстрады Салават Фатхетдинов и примадонна Хания Фархи, которые родом из Татышлинского района? Или их национальность давно переписали на родине? Ответ есть в выступлении Бахтигарея Хазрата. Давайте послушаем еще раз эту ключевую фразу. А сейчас хотят все обратно башкирам сделать, и народ тоже все прошел. Три поколения уже мы татарский учились. Вот это трудно сейчас народу, вот людям объяснить. А сейчас нас хотят обратно башкирами сделать. Трудно сейчас людям объяснить. Вот эти слова и разорвали мне сердце. И у меня вопрос. Зачем и кому это нужно в соседней Братской Республике? Как можно так безответственно ломать людям веками сложившееся самосознание? Простодушный Бахтигарей Хазрат, по его словам, всю жизнь пел и плясал по-татарски. Его дед и прадед наверняка пели и плясали по-татарски. Теперь он должен как-то людям объяснять, что они хоть и в третьем поколении говорят по-татарски, любят татарскую культуру, на самом деле не татары и говорят на каком-то выдуманном диалекте. Я видел, как тяжело этому пожилому человеку, которого фактически лишили национальной идентичности. Он искренне поверил этим псевдонаучным пропагандистам. Но он говорит, разговор, язык у нас татарский, нет никакого башкирского диалекта. Вы знаете, какой самый тяжелый грех берут на себя господа новые башкирские идеологи Юлдаш Юсупов и ему подобные? Они пытаются разрушить национальную идентичность огромного количества людей. Фактически, образно говоря, они вырывают даже у пожилых людей корни и пытаются заменить их новыми, откопанными в древних ревизских сказках. Попробуйте отрезать у дерева корни, оно неизбежно засохнет. Наверное, Юлдаш Юсупов полагает, что на месте вырванных татарских корней тут же появятся северо-западные, башкирские. Но этого не будет. Национальная идентичность формируется поколениями, а они хотят стереть память ни много ни мало 3 поколений. И чего добьются в результате? Что, люди тут же сменят национальность, забыв отцов и прадедов, вспомнят древнейших родоплеменных вождей? Ну как это возможно? Ведь наши отцы, деды и прадеды – это наша опора, основа нашей самоидентичности. И нам говорят на этой конференции, что фактически они жили не так, пели не те песни, говорили не на том языке. И что же будет в результате? На мой взгляд, ничего хорошего. Потомки этих людей могут стать маргиналами и будут беспощадно ассимилированы в процессе глобализации. Татары не станут по щелчку башкирами, и наоборот. Они просто исчезнут в кипящем котле народов. Но господина Юсупова вряд ли волнует эта перспектива. Ему нужна статистика сегодня. Поэтому он с явным наслаждением рубит с плеча все корни. И еще одно выступление на этой конференции меня поразило. Это директор Татышлинского краеведческого музея. Можно я на своем языке сегодня буду немного коротко? Шунсы куанышлы. Соңгы елларда безнең районыбызның тарихы, үткәне турында, бездә яшәгән башкорт ырулары турында бик күп әсбаплар, китаплар чыгып килә. Тәтешле халкы, туган якны өйрәнүчеләр, укытучылар, укучылар, алар белән кызыксына башладылар. Берничә ел элек менә күбрәк кызыксына башладылар. Шәҗәрәләр төзиләр, әти-әниләре белән бергә дә төзиләр шәҗәрәләрне, укытучылар белән дә. Һәм шулай ук музейларда, мәктәпләрдә, китапханәләрдә фонд баетыла. Шушы ырулар турында, төбәгебезнең тарихы турында. Һәм без менә яшь буынга, киләчәк буынга шушы дөрес, файдалы, кызыклы мәгълүматларны туплап калырга, аларга калдырырга. Можно я на своем языке буду говорить, спрашивает Айсылу Шарифьянова. И она уже не говорит, можно мне на родном, на татарском. Потому что теперь непонятно, то ли это татарский, то ли это диалект. Надеюсь, вы меня понимаете. Вообще, на этой конференции говорили только на русском и татарском языке. Ни слова на другом. И это показательно. Вы скажете,
Ну что ты преувеличиваешь, сгущаешь краски? Приехали башкирские ученые со своей теорией, имеют право пропагандировать свои взгляды среди краеведов, учителей, библиотекарей. Какие проблемы? Да ничего подобного. Спросите, почему? Да очень просто. Эту конференцию контролирует и направляет лично глава Татышлинского района Башкортостана Фаннур Рафисович Шейхисламов. А вы понимаете, что такое глава района? Это уже административная вертикаль руководства Башкортостана. И вот как он ставит задачи своим подчиненным. Самое главное, вот всех участников я прошу, чтобы вы вот это вот поисковой путь, который нам показали сегодня, и чтобы где нашли эти материалы, могли оттуда его извлечь и распространять, показывать своему кругу знакомых, друзей, близких, даже не только которые здесь находятся у нас в районе, так и те, которые за пределами района, республики, чтобы они понимали, знали свою историю. Глава администрации четко ставит задачи широко распространять исторические пропагандистские клише Юлдаша Юсупова и компании. В устах главы администрации района это уже не просто разговор краеведов и ученых об истории. Это элемент государственной политики. И теперь еще раз вопрос. Кому и зачем это нужно? Зачем некоторым башкирским ученым потребовалось фактически развязать войну против татарского языка, придумывать башкирский диалект? Зачем ради статистики, сиюминутной выгоды ссорить два братских народа? Неужели это важнее многовековой дружбы? Неужели мы позволим себе столкнуть лбами братьев? Честно говоря, эти вопросы не дают мне покоя. Юсуповы уйдут, перепись пройдет, но люди останутся. И только вместе нам суждено выжить. Наша съемочная группа на этой неделе побывала в нескольких селах Башкортостана. Подробности в нашем следующем материале. С первых же минут нашего повествования хотелось бы внести одну очень существенную деталь. Процесс ассимиляции в деревнях, в отличие от города, как правило, проходит крайне тяжело. И тому есть весьма объективные причины. Любое село является главным хранителем самобытности народа. Именно здесь можно увидеть эту неразрывную связь поколений, которая сложно поддается влиянию извне. В селе Тузлукуш Белебеевского района, согласно последним данным переписи населения, проживают исключительно башкиры. Татар, согласно официальной статистике, всего лишь несколько человек, в том числе и наша собеседница, единственная из этой деревни, кто вообще отважился пообщаться с нами. Почему молчит большинство? Причина, похоже, понятна. Говорят на татарском языке. Считают себя башкирами. В смысле, как это? Вот так вот считают себя башкирами, и в переписях они числятся как башкиры. Самый настоящий этнографический нонсенс. Как такое могло произойти? Язык народа не соответствует его национальной идентичности. Если бы речь шла о городе, то такое вполне может иметь место. Есть же татары, которые не знают своего родного языка, но тем не менее сохраняют другие национальные признаки. Для монотерритории, деревни со своей историей и сформировавшимися ценностями, иметь один язык, но другого народа, разве не ситуация на грани абсурда? Все говорят только на татарском. А это диалект башкирского языка, не нет, западный диалект? Нет, мы, знаете, у нас наше произношение слов совпадает с казанским произношением. Я, например, себя ловлю на том, что в основном вот и тузлукушевское население тоже, оно говорит именно на таком наречии. Но тому, почему татарский язык в Тузлукуш является языком общения, есть веское обоснование. Это не язык ассимиляции, как пытаются преподнести некоторые башкирские этнологи. Это язык коренного народа. Согласно вот этой выписке из Российского государственного архива древних актов, село Тузлукуш было основано в 1722 году. И уже во время третьей переписи населения здесь проживали не башкиры, а ясачные татары, то есть татары, переселившиеся из других областей. Вот почему у местных новоявленных башкир родной татарский язык оказался языком общения, на котором еще в недавнем прошлом велось даже преподавание в сельской школе. Учащиеся Тузлукушевской средней школы имели невероятный успех в Татарстане. Ни одно мероприятие, ни один национальный фестиваль не проходил без их участия.
В 2010 году, несмотря на протест местных жителей, школу закрыли. Тогда здесь учились 50 человек. Всех детей перевели в город Белебей, в башкирскую гимназию. Как говорят местные жители, именно после этого события население деревни стало стремительно сокращаться. Вся жизнь на черно-белых фотографиях. Глядя на эти лица, четко вырисовывается антропологический портрет жителей. Казалось бы, как и язык, не имеющий ничего общего с их самоназванием. После закрытия учебного заведения многих из этих детей перевели за 20 километров в башкирскую гимназию в городе Белебей, которая как раз только открыла свои двери. Старожилы говорят, что башкирскую гимназию тогда смогли укомплектовать детьми со всех окрестных деревень с древними татарскими корнями. Башкорт деп язылган икән икән Полизаев Кузов. Хәзер син башкорт телен укытырга тиеш балаларыңа. Ул бит башкорт. Син нишләп аны мәхрүм итәсең туган теленнән? Менә ничек китә политика. Evet. Шул хәзер башкорт дип йөргән кешеләр хәзер шәбәләнәләр кайберләре. Без татар бит. Юк инде, язылгансың бит, риза булгансың. Ну, кемнәрдер моны белми дә калган. Анкетерләр дә кертәләр. Не ведают, что творят. В случае с татарским населением северо-запада Башкортостана это отнюдь не упрек, а оправдание. Работе этномиссионеров можно поставить твердую 5. Работа по искажению истории татарского народа в Башкирии вошла в активную фазу после массового издания книг по новой истории башкирского народа. Она начинает свой отчет с 1795 года. Именно по итогам 5-й переписи, прошедшей в царской России, башкирские ученые выстроили свою доказательную базу. Именно в 5-й переписи впервые появляется термин «башкирцы», не имеющий никакого отношения к национальности. Башкирцы, или, говоря современным языком, армейцы, это название военного сословия. Так в XVIII веке называли людей, проживающих на территории, прилегающей к Уралу, любой национальности, вступивших в царскую армию. Вот в 5-й переписи как раз и сосчитали количество служивых военных людей. А вот в предыдущие 4 переписи, которые прошли начиная с 1719 года, переписчики отображали национальный состав. Но на эту информацию башкирские этнологи по понятным причинам закрывают глаза. Вот, к примеру, материалы 3-й ревизии, которые, кстати, представлены на башкирском сайте «Генеалогия и архивы». Но составители этой информации просят обратить внимание на то, что башкир здесь практически нет, так как якобы в 1-й, 4-й ревизиях их просто не учитывали. Если открыть документ, то сразу становится ясно, почему башкир на этой территории не сосчитали. Потому что между Волгой и Уралом проживал другой коренной народ, который и вошел в царский переписной листок. Татарстан, Башкортстан, Самара, Пермь өлкәсе, Чиләбе өлкәсе, Свердлов өлкәсе бу авылларның тарихын алар яздылар. Татарстан ник шушының белән шөгыльләнмәгән? Менә сорау туа. Менә бит фаҗига нәрсәдә. Кешеләр шушыны эзләп таба да, үзенең тарихын яза, авылының тарихын. Һәм әйтә, безнең авыл башкорт булган инде ди. Шарасыздан бит бу. Ну, мен менә Бишбулякский район Милюз Москва авылында тудым. Слыганнар 47% башкортлар дип, анда гомер буе чын татарлар яшиләр. Беләбе шәһәрендә башкортлар күп түгел. 5% бар микән? Юк, 14% соңгы данныйларны карадым мен, 14%. 14%. Ага. Историки считают, что даже по самым скромным подсчетам количество татар на территории современного Башкортостана составляет как минимум 2 миллиона человек. Но надежда на торжество исторической справедливости с каждой новой переписью становится все призрачнее. С 1926 по 1979 годы, по данным историков, в Башкортостане были переписаны из татарских в башкирские 373 деревни. Если в каждой из них проживали как минимум 1000 человек, то это уже 370 тысяч татар изменили свои народности. Апаңыздың исеме ничек иде? Зәбирә. Аттестатына башкорт дип язылган иде. Сезнең алайса бер гаиләдә берсе татар, берсе башкорт. Хәзер шулай булып чыкты. Алар хәзер оралашып биттеләр дигән кебек бит инде. Бер дә син башка бу татар дип. Ну сезне бит башкорт бабай дип әйтеп булмый. Әлбәттә.
Во время переписи 2002 года часть татарского населения северо-западной территории также была переписана в башкиры. Впоследствии это подтвердил даже главный этнолог России Валерий Тишков. Вот цитата из его интервью. В переписи 2002 года наверняка не менее 100 тысяч человек было переписано в башкиры. Если ты в Башкирии живешь, значит, должен быть башкир. Кто будет выверять каждую цифру, когда можно написать любую? Тем более, что народы, которые испокон веков живут рядом, вопросами статистики чьих-то интересов не задаются. Живут в мире и согласии. Мен ол дөрес түгел дип уйлайм. Ол ничек син менә тугансың, без бит бердән булып яшибез. Нинди генә халык булсак та, менә чуашлар, безнең күп, минең бөтен дусларым төрле нациядән. Без бер халык, бердән булып яшибез. И кем татар булып язарга тиеш, кем башкорт туган башкорт дип язарга тиеш. Но все же кому-то хочется переписать эту картину, выдавая искаженную информацию за исторические факты. Вот деревня Метаубаш. Информацию о национальном составе этого населенного пункта можно найти даже в Википедии. Процентное соотношение татар и башкир якобы 50/50. Но в деревне ни одного башкира сроду в глаза не видели. Татар яшады инде монда. Мен білуімше, мен бабықайлар, мен 5 буынны білен барсы да, татарлар барсы да шында. Әміна тегенде бір урам біздің марайлар тұра, олар айырым, бір урам марай. Қалғандар барсы да татар. Это же душевное такое состояние, чувство. Я не могу сказать, что я как-то на сколько-то процентов чувствую себя башкиркой. Да, я живу на территории Республики Башкортостан, но я татарка. Кимирге тиеш түгелбез. Өздеребез монда толық, монда өстік, мондадыр безнең әжәл деген кебек. Эгер дә бүген Татарстан ныклы тора икән, татар халкы үз урынында Россиядә матур урын тота икән, ул фақат безнең саныбыз шактый булу аркасында. Вак-төяк халыкларны Мәскәү исәпкә дә алмый. Без әле фил кебек. Но бүген безне тураклыйлар. Ну бу бит инде дөрес хәл түгел, әйме? Конечно, халыкны тектем алга икенче милләткә күчерү ул бит юнәш түгел, дөрес түгел. Хакыйкатькә туры килми. Ну, шулай эшләгәннәр инде, нишләтәбез? Алар власть, алар кулында. Писатель и журналист Хаджи Ахмаджанов 40 лет проработал в печати. 25 из них главным редактором Белебеевской газеты. Он публикуется до сих пор в Казани и в Уфе. Говорит, что многое из того, что пишет о судьбе татарского народа в Башкортостане, защита языка и его интересов не доходит до печати. Хоть изменилась страна, но маховик цензуры у него на родине крутится и по сей день. Татарлар Башкортстанда күп, миллионнан артык, а башкортлар миллионнан кем. Шуның өчен алар өчен проблема. Башкортстанда башкортлар 3-нче урында келделәр халык саны буенча. Из-за своей неудобной правды он так и не получил звание заслуженный работник печати. Готовое представление, говорит, уже завернули в Уфе, а в Казани наградить своего соотечественника так никто и не удосужился. Видимо, Хаджи Эфенди, его работа на благо народа, его пламенные статьи и книги о судьбе нации не достигли еще уровня других отмеченных диаспоральных татар. Это еще один нонсенс, где башкиры, кажется, уже ни при чем. Эльзира Юзаева и Андрей Ключников. 7 дней. Завершая эту тему, хотелось бы подчеркнуть вот что. Я абсолютно не приемлю и высказывания некоторых татарских националистов, которые призывают в ответ чуть ли не объявить башкирский язык диалектом татарского, выразить сомнения в истоках башкирской государственности и так далее. Определенные силы только и ждут, что мы утонем во взаимных претензиях и оскорблениях. Еще раз повторю, проиграют и Татарстан, и Башкортостан. Еще есть время остановиться и подумать, и главное прийти к согласию. Башкирский народ, великий народ, со своей уникальной историей. У меня много друзей башкир, замечательных профессионалов своего дела. И я надеюсь, вместе мы преодолеем эти временные трудности, а история смоет эту мутную пену с наших народов.